Мы тесно ознакомлены и знаем всю программу, весь план работы организации Алашара, ибо они всегда нас ставят в известность, и мы стараемся совместно, по мере возможности, по мере своих способностей, Совет старейшин пытается принимать участие. Нас всех всегда собирают, когда конгрессы проходят. Более того, в последнее время я считаю, что изобретением Мусы Хабалевича считается все абазинские, скажем, игры. И народ как-то воспрял, знаете, явно видно. Алашара участвует. Вот по преподаванию абазинского языка во всех школах дополнительные часы есть, оплачиваемые конкретно Мусой Хабалевичем. Вот. И язык более основательно изучают в абазинских школах. Я думаю, что Совет старейшин на этом уровне, конкретно для абазинского народа, для нашего народа, это очень нужное дело. Потому что через нас многие идеи, многие программы, многие, так сказать, мысли в народ выносим. Более того, я бы прямо сказал, что Муса Хабалевич, знаете, я не постесняюсь прямо сказать, что это Божий подарок абазинскому народу. Божий подарок. Потому что вот такого объединяющего лидера, лидер, который ни с чем не считается, ни со временем, ни со своими финансами и так далее, он это на высоком уровне сегодня это самое держит. Это российский общественник, раз, он бизнесмен, и писатель, и поэт, и меценат. Вот это все объединить, это, наверное, все-таки очень трудно. Но вместе с тем он с успехом справляется с этими проблемами. Более того, мне очень нравится его лозунг, слово «вместе». Вместе, говорит, мы все проблемы решим. Это правильно, действительно. Дело в том, что если мы где-то какую-то пробуксовку чувствуем, мы сразу же обращаемся через наш Алашара, выходим на Мусу Хабалевича. Вы знаете, удивительно то, что молодой и по возрасту, и так далее, и, так сказать, кавказская активность в нем есть, но вот то спокойствие, то внимание, он ни один вопрос не продумав, вот, никогда советы не дает. Более того, он вначале послушает наше мнение, обсудим и так далее, он может сказать, а я вот думаю вот так, как вы думаете? Коллегиально все у нас решается, вот, никакого тут единоначалия нет, но мы знаем, насколько он для нас является флагманом, вот, на каком месте он работает, какие проблемы он может решать. Я был, значит, на открытии Дворца спорта в Красном Востоке. Я выступал как председатель Совета старейшин. Вы знаете, это какой подарок. Это абазинскому народу. Для него ни один вопрос абазинский не является простым. Он всегда акцент делает на то, что если мы вместе, мы все можем решить. Это мощный лозунг, это настоящее знамя нашего движения, так сказать. Вместе все решить можно. Вот. В отдельности ничего не решишь. Мы молодое поколение в стороне не оставляем. У нас сегодня спортивные школы, надо и здоровье поддерживать. Более того, да, есть у нас, вот мы народ небольшой, но призеры Олимпийских игр по боксу. Более того, я еще раз хочу сказать, что я везде говорю, вот, может, и у других народов это есть, практикуется. Мы почему-то при жизни или стесняемся, или, я грубо скажу, или жадничаем, друг друга очень трепетно, скромно хвалим. Когда, скажем, человека уже нет, но это заслуженный был, мы и вечера проводим, и вспоминаем, и так далее, и так далее. Поэтому я всегда, где бы ни был, призываю от лица Совета старейшин, говорю, советую вам, давайте в лицо будем хвалить своих людей, которые действительно заслужили. Это живой человек, это его не портит. Наоборот, это его стимулирует
к дальнейшим другим, так сказать, это самое, великим делам, так сказать. Прививать в молодежи самые современные, новые обычаи. Ведь обычаи и традиции тоже не что-то мертвое, взятое на всю жизнь. Они тоже в развитии, в движении. Вот. Знаете, есть такие обычаи, которые, так сказать, не пошли на вооружение. Они ненужные все-таки человек оставляет, а нужные, хорошие, красивые, которые пользу дают для народа и красиво, они их сохраняют. Но их надо развивать, двигать дальше. Вот эти моменты мы пытаемся, так сказать, это самое, на контроле держать.